видел, как я устроил бурю? Ну, это было волшебно. И в этом шуме никто умом не пошатнулся. Вот. Произведение Уильяма Шекспира, написанное еще в XVI веке, не теряет своей актуальности по сегодняшний день. Погрузить зрителей в мир бури – одной из последних пьес, вышедшей из-под пера великого драматурга. Причем сделать это, адаптировав сюжет под ингушскую публику. Такую задачу и поставила перед собой Дана Афаунова, студентка ГИТИСа и начинающий режиссер. Опыт для нее первый и поэтому такой волнительный. И Шекспир сам по себе очень сильный драматург, и он тебе помогает, особенно когда ты начинающий режиссер. Вот. Если бы брать современную драматургию, то ее сложнее гораздо делать. То есть часто ее нужно делать так, как она написана. Прям. А в Шекспире можно много чего сочинять, и при этом он очень, он такой игровой, то есть он очень много возможностей дает, и для фантазии дает, и у нас еще сказка, то есть это вообще, там можно улететь куда хочешь. Поработать в Русском государственном музыкально-драматическом театре у начинающего режиссера получилось благодаря совместному проекту ГИТИСа и Ассоциации театров Юга России под названием «ГИТИС-Юг». Студенты Высшего учебного театрального заведения приехали в республику набраться опыта и поработать с нашими артистами. Я учусь на 3-м курсе в мастерской Каменьковича-Крымова, и со мной приехала моя однокурсница Валя Николайчук, она сценограф, я режиссер. У нас экспериментальная мастерская, мы учимся в 3 группах. У нас есть группа актеров, группа режиссеров и группа сценографов. И вот мы все вместе учимся. Это единственная такая мастерская в ГИТИСе. Вот. Еще с нами приехала девочка-хореограф, ее зовут Полина. Вот, она тоже из ГИТИСа, с балетмейстерского факультета, и она нам помогает с хореографией. Для них это тоже возможность реализовать себя в профессиональном театре, поэкспериментировать, потому что команда тут готовая на эксперимент, гибкая. Иногда, конечно, там не все, есть какие-то сложности, но тем не менее всем интересно. Вот. И как-то вот какой-то факт биографии для творческих ребят с ГИТИСа, то есть то, что они вот первую свою постановку, еще будучи студентами, в профессиональном театре осуществили. Плюс, учитывая, что Дана Афаунова, она родом с Адыгеи, это вписывается в наш проект популяризации талантливых детей с Кавказа. Основные герои сюжета – отец и дочь, Проспера и Миранда. Пьеса больше похожа на волшебную сказку, где вместе с персонажами уживаются лесные духи, нимфы, чудовища. Они затянут зрителя в удивительно загадочный мир. Необычную роль Калибана, свирепого, но наивного и влюбленного в Миранду чудовища впервые примеряет на себя и Рахман Беков. Там картавлю я Проспера. Вот и это все происходит, и я какой-то наивный чудовище, который мучает Проспера и все вокруг, и меня, и как-то вот пытается меня унизить, а я из этого как-то пытаюсь выходить, мне это все надоедает. В детской форме получается, я показываю взрослую игру. Для актеров это кардинально новый опыт. Вжиться в роль и отыграть своего персонажа на сцене лишь полработы, а вот органично выйти из образа и создать иллюзию репетиции – задача посложнее. Значит так, ты кого тут играешь? Я духарь. Духарь, замечательно. Ты же умный парень. Запомни, артист – это самое безвольное существо на свете. Мы здесь показываем ошибки в процессе репетиционных работ, и это входит в постановку. Мы собрали 2 в одно, то есть режиссер. Получается не продукт, приготовленный после, скажем, длительного времени нашего труда, мы показываем и труд, и постановку. Спектакль адаптирован не под каждого зрителя, признается Микаэль Базоркин. Несмотря на то, что основная линия сюжета остается, изменений и поправок тут немало. В постановке играют как профессиональные актеры, так и молодые ребята, у которых нет актерского образования, но есть опыт. Я понимаю, что этот спектакль будет, опять-таки, не для всех. Публика наша, не только наша, вообще театральная публика, она приходит за совершенно другой, то есть она считывает какую-то информацию, и она на уровне подсознания, она готова получить именно тот контент, который на который она заряжена. Там обязательно какая-то история любовная, там что-то еще, что-то, что торкает зрителя. Тут немножко другая история. К слову, проект, который проводится совместно с Русским музыкально-драматическим театром, дает дорогу и молодым талантливым ребятам. В рамках проекта в театре также прошло и прослушивание абитуриентов для поступления в ГИТИС. Пополнили ряды студентов вуза Эски Базоркин и Сабина Карахоева. Связать свою жизнь с актерской стезей девушке помог случай. Я работала здесь, в этом театре, в Русском государственном музыкально-драматическом театре Республики Ингушетия 3 года на тот момент, и когда здесь решили поставить «Преступление и наказание», пригласили Фегина Михаила Леонидовича, и он увидел во мне актрису. И таким образом и началось мое перевоплощение из
обычного сотрудника театра в сотрудника администрации театра в часть труппы. Для меня это большой шаг в будущее, своего будущего, надеюсь, и в дальнейшем будущего республики. То есть после окончания постараюсь максимально сделать для республики. Открытая генеральная репетиция, куда может прийти любой зритель, запланирована на 29 июля, ну а сдача спектакля ожидается 30-го. С ним труппа в ближайшее время собирается посетить Нальчик, затем отыграть его на сцене ГИТИСа в Москве. Дана Плиева, Магомед Шаухалов, Новости 24.